горами, а жизнь в университете не стоит на месте. Чем же занимаются студенты? Смотри в новом выпуске Профньюз. Премьера спектакля «Продам мужа» Башкирского народного театра «Аскон». Спектакль «Кармен жива» Русского народного студенческого театра «Гротеск». Третья Южноуральская межрегиональная студенческая олимпиада по общей физике. Олимпиада для школьников на базе ИИГУ. Межотрядный конкурс студенческих отрядов КВН. Продается муж Башкирского народного театра «Аскон». 1 рубль раз, 1 рубль два, 1 рубль три. Продано. Казалось бы, студенческая весна 2018 позади, но нет. Сегодня в рамках данного фестиваля состоится премьера спектакля «Продам мужа» в исполнении театрального коллектива «Аскон». В основе данной постановки лежит история двух женщин, измученных жизнью в темных квартирах. Они приходят к необычному решению – применять мужей на возможность улучшить жилищные условия. В конце же мужья и жены бросаются в объятия друг другу, тем самым показав существование чувств в их браке. Мы сегодня показывали постановку Наиля Гаитбаева «Продам мужа», комедия на башкирском языке. Мне кажется, что многие справились своей задачей, а многим еще нужно работать и работать. Эта пьеса была поставлена всего лишь за несколько репетиций, как всегда, за 1 месяц. Наши ребята постарались. В данном спектакле принимал участие подготовительный состав театрального коллектива «Аскон». Они смогли прочувствовать данную проблему и донести их до зрителя. Режиссеры очень хорошо постарались, да. Актерский состав был собран весьма новый, но в то же время очень талантливый. Да. Каждый себе показал с лучшей своей стороны, и есть куда идти. Да, надеемся, что зрителям это все понравилось, и будем стараться для вас еще больше и больше. Будут новые актеры, будут новые спектакли. Приходите, смотрите, мы вас ждем, мы играем только для вас. Особым гостем вечера стал автор данной пьесы Наиль Аскатович Гаитбаев. Он высказал свои мысли по постановке и актерскому составу. Здесь такая импровизация, и главный режиссер задал очень такой сильный темпоритм. И вот этот темпоритм он создает и комичность, и интерес, и я не ожидал. Мне очень спектакль понравился. Судя по бурным овациям, можно сказать, что спектакль удался. Хорошие впечатления, легкие, так как помогают забыться от проблем, от мирской суеты, и с удовольствием посмотреть на этих ребят, которые полностью выкладываются, которые работают на зрителя, и, конечно же, выходишь со спектакля с улыбкой и с хорошим настроением. Ребятам остается пожелать дальнейших творческих успехов. Азалия Гизатуллина, Линда Валиева, специально для Правком ТВ. Какой прекрасный спектакль поставил Гротеск. Почему я не Кармен? Нет, это не по мне. Я играла Эльвиру, Констанцию и Кармен. Чуть крыша не поехала, так все нормально. Температура поднялась, но все получилось. И особенно я переживала за танец, потому что мы его готовили последним. И у меня впервые он получился от начала до конца правильно. Всем кажется, что тяжело выучить такое количество текста, но на самом деле гораздо сложнее это все прожить и сделать этот текст своим, как будто это говоришь ты. Я очень благодарна своим партнерам, девчонкам, потому что если ты что-то забыл, особенно если у тебя главная роль, я хотела сказать, как у меня, но не буду так говорить, потому что я считаю, что у нас у всех троих главные роли. Но я рада, что все получилось. Мы день и ночь с 10 до 10 репетировали, и это того стоило. Я люблю сцену, сцена кормит. Это лучше всего на свете. Вообще,
идея для спектакля, монологи, которые звучали, мы писали их сами, вкладывали в них всю душу. И я надеюсь, я смогла донести до зрителя основную мысль своего монолога, которого хотела сказать, что живите сейчас и здесь. Если вы хотите добиться своей цели, встаньте с дивана и идите, добивайтесь ее. И хотелось бы сказать отдельное спасибо режиссеру за то, что он давал нам довольно много свободы, чтобы мы могли прочувствовать своих героев и свои образы. Эй, парень, ты физик? Видишь формулу чаще, чем слова? Любишь решать непростые задачи? Ну тогда ты пришел по адресу. Сегодня в стенах Башкирского государственного университета проходит 3-я Южноуральская олимпиада по общей физике, где каждый студент хочет показать, насколько он силен в науке. Давайте же посмотрим, как это происходит прямо сейчас. Олимпиада в целом проводится традиционно уже 23-й раз. Приглашаются студенты всех вузов, близлежащих регионов России. В этом году заявились 9 университетов. Олимпиада организована таким образом, что первенство идет среди первых, вторых, третьих курсов индивидуальное, ну и командное первенство среди вузов. Мы проверяем работы. Впечатления самые хорошие, это замечательная Олимпиада. Сама я когда-то участвовала в этой Олимпиаде многократно, была победителем. Интересный способ оценивания задач, интересный сам подход к этой Олимпиаде, такой уникальный, которого нигде больше нет. Я уже второй год участвую в этой Олимпиаде. В прошлом году наша команда заняла даже первое место. В основном у меня было 3-е место. Ну, задачи были довольно легкие по сравнению с прошлым годом. Я надеюсь даже на первое место. Вот и закончилась 3-я Южноуральская межрегиональная олимпиада по общей физике. Данил Набиуллин, Гульфия Гафарова, Зинфир Исламов. Специально для Правком ТВ. Олимпиада по ЕМГУ, первое место за и 5 баллов по зрению. Поздравляю вас с первым местом. 5 баллов к ЕГЭ? Это же что, Олимпиада для школьников? – 14 апреля Институт истории и государственного управления провел Олимпиаду для школьников нашей прекрасной республики. Насколько сложными были задания и что ожидало будущих абитуриентов, это мы сейчас и узнаем. После того, как участники Олимпиады зарегистрировались, волонтеры сопровождали их в аудитории, в которых проходили Олимпиады. Мне очень понравилась организация, очень понравилось то, что Олимпиада была всего 1,5 часа, а не 2,5. И то есть лучшую часть дня я еще оставлю для себя. Полегче чуть-чуть Олимпиады хочу пожелать, потому что на самом деле достаточно тяжелая Олимпиада. В истории была Олимпиада, задания были не такими сложными, как я ожидала. Я думала, что будет Олимпиада в формате ЕГЭ, но оказалось, что немножко другой формат, но тоже на самом деле интересно. Часто ли я участвую в таких Олимпиадах? Наверное, нет. От университетов я участвую не в Олимпиадах, но я участвовала в нескольких конференциях. После выполнения заданий школьники были приглашены на кофе-брейк, где они смогли перекусить. Институт истории и государственного управления Башкирского государственного университета сегодня проводит ежегодную олимпиаду школьников для учащихся 11 классов по 5 предметам. Это русский язык, математика, физика, обществознание и история. Это те дисциплины, которые включены в сумму дисциплин единственного государственного экзамена при поступлении на направление подготовки нашего института. Хочу пожелать всем участникам Олимпиады, а у нас их сегодня более 300 человек,
Это ребята, которые приехали из районов Куйргазинский, Иглинский, Альшеевский, Чешминский, Кармаскалинский районы, из школ города Уфы, Демского района, Калининского, Орджоникидзевского, Советского, Кировского районов. Всем ребятам я хочу пожелать успешного выступления на Олимпиаде. И, конечно же, мы ждем их в числе наших абитуриентов. Затем состоялась презентация специальностей и направлений подготовки Института истории и государственного управления, где будущие абитуриенты смогли задать вопросы по интересующим их направлениям. Завершающим этапом мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей и призеров Олимпиады. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов, стали призерами Олимпиады, а уже данные грамоты дают дополнительные баллы при поступлении в Башкирский государственный университет. Ну что же, сертификаты получены, победители награждены. Институт истории и государственного управления поздравляет всех участников Олимпиады и желает успешного развития и достижения новых вершин. Так, строителей набрали, вожатые готовы, деревья посажены, проводники в поезде. А что же еще сделать? Может, сыграть в КВН? Студенческие отряды – это не только целина и песни у костра. У них есть своя особенная культура, но и присущие знакомые всем студентам развлечения и мероприятия. Так, 16 апреля в актовом зале факультета романа германской филологии прошел конкурс КВН на Кубок штаба студенческих отрядов «Башгу». Каждому из телезрителей знакома музыкальная заставка клуба веселых и находчивых. Именно с нее начался фестиваль, собравший студентов, членов всех отрядов университета. Отрадно, что на КВН пришли бойцы не только отрядов Башгу, но и представители БГПУ, УГАТУ и БГАУ. Вообще, вот эти данные мероприятия, они формируют личность, как, наших бойцов как личностей. Они формируют и какие-то досуговые мероприятия для них, чтобы они отдыхали, чтобы они веселились, опять же, искали для себя новых друзей. И вообще КВН – это такое мероприятие, которое обязательно нужно посещать. Это очень важно, потому что это, опять же, досуг, это отдых для ребят. И большой-большой опыт вообще в плане особенно выступлений на сцене. Жюри было составлено из звездных гостей. Исполняющий обязанности председателя комитета по молодежной политике Уфы Роман Янгиров, художественный руководитель студенческого клуба «Башгу» Елена Сенькина, чемпион региональной лиги КВН города Уфа, обладатель Кубка Республики, руководитель проекта «Сметана Камеди» Кирилл Шадрин, экс-командир штаба судотрядов «Башгу», исполняющий обязанности комиссара Башро Ольга Горицай, командир штаба студенческих отрядов «Башгу» Вазир Гимазидинов. КВН сегодня удался, ребята хорошо шутили, в основном все получилось так, как и задумывали. Я желаю ребятам, чтобы они также продолжали свой путь КВНа. Сегодня все было очень круто. В течение всего вечера 4 команды шутили об отрядах, целине и, конечно, о любимом командире Башро Ирине Равильевне Сухаревой. Победителем стала команда штаба «Башгу» «Отдыхай». Отдыхай! Мы на следующий год придем за 3-м кубком, так сказать, забьем хет-трик в финале кожаного мяча. Нам очень сильно понравилось собираться, писаться, это были, наверное, самые крутые моменты, а тут мы просто зажгли и просто взорвались, просто и все было круто, и они у меня большие умнички. Вот так прошел этот замечательный вечер, который объединил студентов и бойцов не только Башгу, но и других вузов Уфы. Зрители, собравшиеся сегодня в актовом зале ФРГФ, надолго запомнят этих веселых и находчивых ребят в касках и бойцовках. Идель Гумеров и Дарья Яркина специально для Правком ТВ. Мы желаем вам прекрасного настроения и побольше солнечных, теплых дней.